автономная область расположена на юге Дальневосточного края. На севере граничит с Хабаровским краем, на западе с Амурской областью и на юге по реке Амур граница совпадает с Китайской Народной Республикой. Центр – город Биробиджан. По последней переписи населения в Биробиджане проживает 75 тысяч человек. То есть мы говорим о том, что население нашего города постепенно уменьшается. На это есть несколько причин. К сожалению, на сегодняшний день смертность превышает рождаемость. И те старшеклассники, которые заканчивают 11 класс, они уезжают в соседние регионы, там поступают и, как правило, оттуда уже не возвращаются. Всего в области два города, город Биробиджан и город Облучье, которые находятся на границе. По территории всей области проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, которая соединяет нашу область с западными районами страны. В состав области входит 5 районов, поверхность представлена двумя типами рельефа. Горный, который постепенно переходит в среднюю амурскую низменность. Если средняя амурская низменность – это полностью сельскохозяйственные угодья, то горы Малого Хингана – это очень большие залежи полезных ископаемых. Вообще горы Малого Хингана называют Уралом в миниатюре, потому что все полезные ископаемые, которые имеются на Урале, имеются и у нас в области. Правда, не в таких больших количествах. Но никто не думал, что эти горы преподнесут такой подарок, как брусит. Вот они, залежи брусита. Здесь вы можете посмотреть, что из себя представляет брусит. Брусит – это самый огнеупорный минерал, который выдерживает температуры в несколько тысяч градусов. Поэтому применяют его для строительства космических кораблей и как прокладочный материал в доменных печах, для того, чтобы вот эта высокая температура не доходила до человека. Впервые брусит был обнаружен в 1930-е годы в штате Невада в Америке американским ученым Брусом. Отсюда и пошло такое название – брусит. Затем в 1960-е годы было открыто месторождение у нас в области. И в настоящее время имеется всего 3 месторождения брусита – США, ЯО. И совсем недавно было открыто месторождение в Индии, но оно очень маленькое, поэтому вот так широко о нем никто не говорит. Железные руды залегают двумя большими группами – северной и южной. Северная тяготеет к железной дороге, южная – к водному Амурскому пути, что до недавнего времени позволяло вывозить за пределы нашей области это полезное ископаемое. На сегодняшний день у нас открыта первая очередь горно-обогатительного комбината, которая нацелена на то, чтобы обогащать железные руды здесь на месте, в Еврейской автономной области. Мрамор залегает на севере нашей области. Самое знаменитое месторождение называется Розовая скала. Розовый мрамор – это один из самых редких видов мрамора. Областная филармония, вы, наверное, по городу будете гулять, да, обратите внимание, внутри она облицована как раз именно розовым мрамором. А в Москве есть станция метро Белорусская, так она называется, та, которая первая была построена, F2, она тоже облицована нашим вераканским мрамором. Большое количество строительных минералов, краски, пески, глины. И на реке Сутара имеется золото. До революции здесь велись старательские работы, затем они прекратились. И только после Второй мировой войны вновь начались работы по намывке золота. Золота, конечно, не так много, как на известных западных приисках, но все-таки оно имеется и приносит немалую прибыль нашей области. Ну и разрабатывая горы Малого Хингана, здесь очень часто обнаруживают остатки древней жизни. Давайте дальше с вами пройдем. В любом случае здесь можно увидеть бивень мамонта, зуб мамонта и фрагмент древесины, которому уже более 25 миллионов лет. Ну и здесь же мы представляем археологическую выставку. На территории будущей Еврейской автономной области преобладало 5 археологических культур. Неолитическая, урильская, польская культура племен Махе и культура Джурджени. Если две первые культуры – это в основном каменный век, но вот при урильской культуре начинают использовать бронзу, наступает так называемый бронзовый век. И в это же время начинает развиваться гончарное искусство. Люди живут огромными семьями, общинами, поэтому горшки делают очень большие, огромные, для того, чтобы пропитания хватило всей семье. Делают полностью вручную, поэтому очень хорошо прослеживается пальчиковый узор. Польцевская культура. Люди начинают жить отдельными семьями, по несколько человек, поэтому посуда автоматически уменьшается и даже появляется индивидуальная посуда для каждого человека. Но делают ее также вручную, поэтому тоже хорошо прослеживается пальчиковый узор. Культура племен Махе. По всем историческим данным, это были воинственные люди, которые постоянно вели войны и завоевывали соседние территории. Поэтому здесь на экспозиции вы видите очень много оружия представлено. Но вот эти же люди придумали гончарный круг. То есть свои горшки они делают уже при помощи гончарного круга, но доделывают, долепливают их также вручную, поэтому тоже хорошо прослеживается пальчиковый узор. И культура Джурджени. Это уже оседлые люди, которые живут своими городами, ведут торговлю с соседними государствами. Горшки делают полностью
полностью при помощи гончарного круга, поэтому видите, что горшки ровные и гладкие. И здесь же на экспозиции представлено очень много украшений для женщин, различные виды браслетов, серег, пластины и бубенцы из наборного пояса. Если джорджини преобладали на территории Преамурья до 17 века, то начиная с середины 17 века идет интенсивное исследование Преамурья. Сюда со своими отрядами отправляются Иван Москвитин, Василий Боярков и Ерофей Хабаров. Все они начинают свои походы в Якутске и в Якутск же возвращаются. Если из Якутска выходит около 40 человек, возвращается наполовину меньше, потому что походы были долгие, трудные, и, естественно, в пути погибало большое количество людей. После похода Ерофея Хабарова стало известно, что Преамурье – это богатая земля, здесь много пушнины, древесины, и Преамурье официально присоединяется к России. Начинается волна переселения, едут в основном служивые люди, торговые люди, они ставят свои остроги, так появляются Албазин и Нерчинск. Но вот соседнее государство, Манчжурия, против того, чтобы здесь поселились русские. Поэтому они начинают портить посевы, крадут скот, крадут людей. В конце концов нападают на Албазин. Албазин долгое время защищается, но заканчивается питьевая вода, заканчивается провизия и начинает свирепствовать цинга. Поэтому приходится подписать мирный договор. Договор подписывается, естественно, не в сторону русских. Весь Средний и Верхний Амур полностью отдан манчжурам. Албазин сожжен дотла, и здесь жизнь затихает ровно на 200 лет. Через 200 лет генерал-губернатором Восточной Сибири назначают Муравьева. Он поддерживает прогрессивно настроенного офицера Невельского, который исследует лиман Амура и говорит о том, что нам нужен Амур для того, чтобы был выход в Тихий океан. Подписывается Айгунский, позже Пекинский договор, по которому левый берег Амура отдан России, правый берег Амура остается за Китаем. После подписания договоров Муравьеву дается звание графа и приставка Амурский. Получается граф Муравьев-Амурский. Начинаются сплавы по Амуру, вот здесь вы видите иллюстрации. Первый сплав проходил практически осенью, в конце августа. И не учли, что в это время года Амур очень буйная река, поэтому многие плоты были перевернуты, погибло большое количество людей, скота. И следующий сплав проходил только на следующее лето. По мере того, как люди высаживались по берегу Амура, они ставили свои селения, но тоже не учли, что весной Амур разливается, поэтому многие селения были затоплены, и позже они были перенесены выше по течению Амура. Сюда же приезжают исследователи флоры и фауны. Вот перед вами предметы, которые принадлежат Густаву Ивановичу Радде. Так вот, Густав Иванович говорил, что я был во многих замечательных странах, таких как Индия и Китай, но вот такой своеобразной, прекрасной природы, как на Дальнем Востоке, я никогда не встречал. И я приглашаю вас пройти в самый красивый зал нашего музея. Это зал флоры и фауны Еврейской автономной области. Весь зал расположен по разделам. Это реки, озера, болота, луга и тайга. После реэкспозиции в этом зале мы ничего не меняли, потому что многие музеи уже отходят вот от таких диорам, да? Но мы решили, что все-таки главные посетители этого зала – это дети, а дети воспринимают природу в таком виде, как она есть на самом деле. Поэтому мы решили оставить наши диорамы, тем более, что они сделаны профессиональным художником Сергеем Ческидовым из города Хабаровска, ну и они достаточно интересные у нас. Самая длинная река, которая протекает через нашу область, это Амур. В Амуре встречается более 130 видов рыб, причем как северные, так и южные рыбы замечательно уживаются в водах этой огромной реки. И многие из этих рыб берут свое название от своего внешнего вида. Ну, здесь встречается и верхогляд, и толстолоб, красноперка, ауха, белый амур, черный амур и, конечно же, сом. Многие из этих рыб занесены в Красную книгу, охраняются законом. Большое количество уток и гусей прилетают сюда для того, чтобы построить свои гнезда. Здесь же обитает выдра, которая питается рыбой, поэтому большую часть времени она проводит в воде. И по берегам рек можно встретить водяную крысу или андатру, она строит свои домики по берегам рек, питается рыбой и водорослями. Но вот по реке Амур сохранились озера, где растет очень древнее и очень красивое растение. Это лотос комарова. Лотос комарова – реликтовое растение, которое сохранилось до сегодняшнего времени. Цветет с середины июля и почти весь август. И вот когда начинает цвести лотос, жители близлежащих сел приходят посмотреть на цветение короля красоты. Почему король красоты? Потому что действительно очень красивый цветок. Вот здесь цветок изображен натуральную величину. Вот такой огромный нежно-розовый цветок покоится на длинной прочной цветоножке в окружении широких чашеобразных листьев. Семена лотоса созревают в коробочке. Как только семена
созрели, лепестки опадают на воду, и вот эта стрелка вместе с коробочкой уходит на дно озера. Поскольку это озеро очень глубокое, и там имеется толстый слой ила, то до дна это озеро не промерзает. И вот здесь на дне озера семена могут пролежать до 100 лет, пока не будет благоприятных условий для того, чтобы пророс этот цветок. Когда будет та температура, та влажность, стрелка вновь поднимается наверх и начинает цвести лотос. К сожалению, сейчас встречается очень редко и занесен в Красную книгу. У нас в Ленинском районе есть озеро Лебединое, так оно называется, там создана заповедная зона, и каждый год туда приезжают туристы для того, чтобы полюбоваться вот таким зрелищем. Но, к сожалению, вот такие озера очень часто загрязняются, заболачиваются, и им на смену приходят болота. 28% территории нашей области занимают именно болота. Ну, может быть, вы сегодня уже по городу ездили, и у вас возник такой вопрос, почему город низкий, почему город невысотный? Но все это связано с тем, что почва у нас очень мягкая, неустойчивая. Ну и плюс ко всему у нас сейсмоопасная зона и возможно землетрясение до 8,5 баллов. Если посмотрим на обитателей болот, то в основном это птица. Птиц очень много. Они приспособились для жизни на болотах, поэтому у них у всех длинные ноги, длинные клювы и серая окраска. Птиц много. Это и дальневосточный кроншнеп, различные виды бекасов, с хохолком чибис. За чибисом большая желтоватая птица – это выпь. И, конечно же, хищники, болотная сова и болотные луни. Они питаются ящерицами и лягушками. Луга. Помимо того, что наши луга разработаны под сельскохозяйственные угодья, здесь встречаются и свои обитатели. Здесь можно встретить енотовидную собаку, у которой есть одна особенность. Когда она на своем пути встречает какую-либо опасность, она не убегает, а притворяется мертвой. Она переворачивается на спину, закатывает глаза, и кажется, что мертвый зверек лежит на дороге. Как только опасность ее именовала, она вновь переворачивается на ноги и продолжает свой образ жизни. Здесь же встречаем семейство фазанов. Фазаны-петушки очень красивые, яркие, потому что они должны привлекать к себе курочку. А курочка, наоборот, серая, невзрачная, она должна сидеть на гнезде и быть никем не замеченной. Она высиживает своих птенцов. И здесь же встречаем хищников. На коряге маленький копчик, большой черноголовый лунь. Они питаются полевыми мышами и полевыми крысами. Ну и самая большая экспозиция этого зала – это заповедник Бастак. Прежде чем я буду говорить вам о животном мире, хотелось бы обратить внимание на растительный мир. И здесь можно увидеть, что рядом с южными растениями растут северные растения. Ну вот кедр северянин обвит диким виноградом, южное растение. Сосна северянка обвита диким лимонником, южное растение. За медведем дальневосточная оралия, это тоже южное растение. Вот почему происходит такое смешение севера и юга в нашей тайге, а объяснение очень простое. Много миллионов лет тому назад на территории будущей области был относительно теплый, умеренный климат. Поэтому в низовьях гор росли южные растения, а высоко в горах росли северные растения. Когда начал спускаться ледник, резко похолодало, поэтому многие южные растения вымерли, некоторые из них прижились, приспособились к этому климату, ну и северные растения просто спустились с гор в низовья, поэтому сейчас происходит такое смешение севера и юга в нашей тайге. Ну и животный мир тоже самый разнообразный. Начну я, конечно же, свой рассказ «Царя зверей тайги» – это амурский тигр. Вот по последним данным, на территории Еврейской автономной области проживает 25 тигров. То есть мы с гордостью сейчас говорим о том, что популяция амурского тигра на территории Еврейской автономной области увеличивается, потому что до 1994 года на территории области не было ни одного тигра. А вообще очень интересная история именно вот этого тигра. Вот этот тигр до 1994 года жил на территории Китая. Там в Китае он попал в западню, у него была веревка на шее, в него несколько раз стреляли браконьеры, они его ранили. И вот этот раненый, разъяренный зверь зимой по льду через Амур переходит на территорию нашей области. И здесь нападает на пограничный пост. И хотя амурский тигр занесен в Международную Красную книгу, то есть это животное, которое находится на грани исчезновения, но существует и другой закон. Если животное угрожает жизни человека, то его обязательно убивают. Но вот поскольку он напал на пограничный пост, то его пришлось застрелить. Стреляли в него с вертолета. Ну а затем таксидермист Чернышов из города Хабаровска приготовил для нашего музея вот такое чучело. Длина этого тигра от кончика носа до кончика хвоста 3,5 метра. Еще один крупный хищник нашей тайги – это бурый медведь. Бурый медведь очень быстро бегает, может проворно взобраться на самое высокое дерево, летом и осенью усиленно питается, потому что ему нужно набрать слой жира в 9-10 сантиметров. Ближайшим родственником бурого медведя является гималайский медведь, но у них, конечно, есть свои существенные отличия. Гималайский медведь намного меньше бурого медведя, на груди у него белое пятно в виде птицы, живет он вот в таких дуплах старых деревьев, и гималайский медведь является вегетарианцем.
Волк – это хищник, который распространен на территории всей нашей страны, от севера до юга. Питаются в основном мелкими копытными, такими как косуля. Ну а копытных в нашем музее представлено очень много. Это зюбр, косуля, лось и вот здесь семейство кабанов. Причем кабаны у нас разные. Вот это наши местные дальневосточные кабаны, а вот этот кабан был привезен из Беловежской пущи. Мы его называем западный кабан. И вот даже по месту обитания все-таки животные несколько отличаются и строением тела, и структурой шерсти. Ну и гордится наша тайга, конечно же, своим пушным зверем. Здесь можно встретить колонка, медовую собаку или харзу. Ну, у одной шкурка светлая, у другой темная, это окрас зимний и летний, то есть к зиме становится немножечко светлее. Ну а почему ее называют медовая собака? Потому что так же, как и медведь, любит мед. Но в отличие от медведя поступает намного мудрее и хитрее. Харза находит гнездо пчелы, садится на веточку рядом с этим гнездом, обмакивает свой хвост в соты меда, а затем убегает вообще на другое дерево. Вот на этом дереве она уже удобно устраивается и начинает облизывать свой хвост. И мед ест, и пчелы ее не кусают. Но белка у нас, можно сказать, домашнее животное в городе, потому что по улицам белки у нас бегают. У нас даже во дворе музея живет белка, мы ее подкармливаем. И чуть повыше рыженький зверек, к сожалению, чучело у нас уже очень и очень старое, всей красы не видно, но это соболь. Шкурка соболя считается самой драгоценной шкурой нашей тайги. И даже во времена золотой лихорадки шкуру соболя обменивали на золото, то есть ценились примерно одинаково. Ну и мы с вами говорили, что многие животные, птицы и растения занесены в Красную книгу. Здесь есть карта заповедных зон на территории Еврейской автономной области. На территории области создан один заповедник федерального значения и 5 заказников регионального значения. Также в Красную книгу занесена скопа, беркут, филин-рыболов. Самая красивая утка мира, единственная утка, которая живет на деревьях, откладывает свои яйца в дуплах деревьев, это мандаринка. И мягкокожистая черепаха Маака, это водяная черепаха, и живет она в водах Амура. Вот по этим залам у вас какие-то вопросы будут, может быть, возникли? Количество гималайского медведя? Пока достаточно. Он как бы занесен в Красную книгу у нас, да, в Красная книга Еврейской автономной области, но популяция его увеличилась. Года 3 назад, наверное, у нас была очень плохая осень, мало того, что дождливая, потом еще пожаров было много. И они не залегали в спячку и выходили ближе к жилью человека, и страдали домашние животные. Кошки, собаки нападали частенько. В прошлом году бурые медведи в спячку не укладывались. Были шатунами, по тайге ходили. От голода это агрессивно становится, да? Да, были случаи, когда нападали на охотников, по-моему, даже... И гималайский тоже, да. Ну, несмотря на то, что он вегетарианец, но когда хочется кушать, там уже все способы хороши. А в случае нападения на людей? На человека гималайский медведь не нападает, нет. Максимум домашнее животное. Давайте дальше пройдем с вами. Это первый военный зал, это гражданская война, 1922 год. Станция Волочаевская 2, недалеко от города Хабаровска, сопка Юнь-Карань. На сопке находятся белые гвардейцы, сопку окружают народа армейца. Помимо этого, сопка облита холодной водой, окружена 7 рядами колючей проволоки на очень высоких столбах. Казалось, что к сопке к этой подойти вообще невозможно. Но бой действительно был очень тяжелым. По последним данным, со стороны белогвардейцев погибло 1400 человек, со стороны народоармейцев 1100 человек. И 15 февраля 1922 года на сопке Юнь-Карань было воздвигнуто победное красное знамя, и на всем Дальнем Востоке была установлена советская власть. Память о том, что в этом бою погибло много русских людей, здесь в 1928 году был установлен такой памятник-музей. Здание, конечно, существует и на сегодняшний день. Если ехать из Биробиджана в Хабаровск, то по левой стороне оно очень хорошо, это здание, просматривается. Но, давайте спросим, вы видели, да, эту сопку, когда проезжали с Хабаровска? Да, видели. Вот, значит, вы видели, да, здание хорошо просматривается. К сожалению, сам музей сейчас не работает, вся экспозиция вывезена в Хабаровский краевой-краеведческий музей. Но зимой 2015 года на этой же сопке была воздвигнута часовня, которую назвали во имя примирения. Ну, название выбрали такое не случайно, тем более, что на этой сопке имеется еще и братская могила, где захоронены как народоармейцы, так и белогвардейцы. Самая большая экспозиция этого зала – это оружие времен гражданской войны, гимнастерка Буденовка, так одевался народоармейцы, папаха с красной полосой, потому что широко было развито партизанское движение. На территории будущей области существовало 2 больших партизанских отряда. Ну а когда выходим из этого зала, останавливаемся у очень интересных предметов.
Я о них вам сейчас рассказывать не буду, потому что вы в синагогу пойдете, там замечательный музей иудаики, все эти предметы вам покажут и расскажут. Единственное, что я хочу сказать, что вот эти все предметы, которые вы здесь видите, их собирали несколькими способами. Первый способ – это экспедиция в Шаргород, в Украину. Я вам про нее немножечко попозже расскажу. Второй способ – это закупки. Третий способ – это в 90-е годы к нам приезжал раввин из Израиля, Дов Эдельштейн, и он проводил нам лекции по еврейской культуре. Мы ему показали нашу коллекцию по иудаике. Он увидел, что каких-то предметов у нас не хватает, а потом нам их просто прислал. Поэтому все предметы, которые здесь вы видите, они обязательны для проведения того или иного ритуала в еврейской жизни. Ну, вам о них расскажут. Мы сейчас с вами поднимаемся на второй этаж. Здесь вы видите графические работы биробиджанской художницы Розы Строковой. Вот так она видит еврейский язык. Вот буква, какая она должна быть, а это как Роза видит эту букву. И очень красивый батик, это Моисей на горе Синай, получает 10 заповедей. Это как была образована наша область. Прежде чем я вам начну рассказывать о первых переселенцах, хотелось бы обратить внимание вот на эту избушку. Это избушка Пятистенка, в которой проживали казаки. Казаки – это полуслуживые люди, которые были отправлены сюда, на Дальний Восток, для охраны русско-китайской границы. Подождите, пока нет. И так живут они вот в таких избушках, которые называются избушки Пятистенки. Конечно же, площади нашего музея не позволяют построить настоящую избушку Пятистенку, поэтому я вам расскажу, почему она так называется. Когда в семье казака женился старший сын, вот этой вновь создавшейся семье уже отдельный дом не ставили. В избушке ставится дополнительная пятая стена, как бы огораживается еще одна комната, и получается избушка Пятистенка. Что мы имеем в этой избушке? Обязательно красный угол, где висит икона, потому что люди в основном были верующие. Нет ничего электрического, самовара, утюги, все это нагревается при помощи раскаленных углей. Своими руками шьют вот такие платья и рубашки, причем вышивка проходит обязательно по манжету, по горловине, потому что считалось, что вот через эти открытые части тела в человека может проникнуть злой дух. И вот эта вышивка по манжету и по горловине – это своего рода оберег. Ну а вот здесь есть небольшая выставка, посвященная как раз экспедиции в Шаргород. Шаргород – древнееврейское поселение, которое находится в Украине. Дело в том, что в 1990-е годы в нашем музее существовал зал «Быть или не быть еврейской культуре в еврейской автономной области». И вот создавая этот зал, сотрудники нашего музея отправились в экспедицию, но преследовали несколько целей. Одна из целей – это сбор новых экспонатов. Экспонаты вы видели на первом этаже, и вот здесь можете увидеть. И вторая цель – это посмотреть, как обстоит дело с еврейской культурой вот в таких древних еврейских поселениях. Но с культурой уже было все намного сложнее. Древнее еврейское кладбище было заброшено. Памятник архитектуры 16 века, еврейская синагога, здесь работает консервный завод и пятиконечная звезда, чего вообще не могло быть. Единственный, кто порадовал, это дядя Саня, житель Шаргорода. Вот он одет как раз в момент богослужения, так как должен одеваться мужчина-еврей, когда он собирается совершить богослужение. Вы сегодня в синагогу придете, вам, скорее всего, такие шапочки, кипы выдадут, потому что мужчина не может войти в синагогу с непокрытой головой. Обязательно должна присутствовать вот такая шапочка. Шарф талас и 2 черные коробочки, которые называются тфилины. А вообще до 1917 года евреи были бесправным народом. Они не имели права служить в армии, они не имели права работать на больших промышленных предприятиях, и у них не было своей территории. В 1917 году выходит декларация о составе СССР, по которой каждый народ получает право на самоопределение. Точно такое же право получают и евреи. То есть они имеют право на свою культуру, на свой язык и на свою территорию. Культура у евреев есть, язык у евреев есть, но у них нет своей территории. Поэтому было принято решение, что нужно определить какую-то землю, где можно будет поселить всех евреев. Предполагали, что это будет Западная Украина, Северный Кавказ, Крым, но эти территории были уже и так густо заселены, да и коренное население было не в восторге от того, что рядом с ними поселят евреев. Поэтому нужно было найти землю, которая будет пригодна для жилья, но и в то же самое время, чтобы коренное население было не против такого соседства. И вот в 1927 году отправляют экспедицию между речи рек Бира и Биджан. Возглавляет эту экспедицию профессор Брук. Так вот, эта экспедиция в течение 47 летних дней и ночей исследует земли около Биры и Биджана и приходит к выводу, что здесь можно выращивать крупный рогатый скот, здесь можно выращивать овощные культуры,
Но переселение сюда возможно только через 3 года, потому что сплошные болота, нужно осушить земли и построить дома для первых переселенцев. Но уже ровно через год, в 1928 году, на станцию Тихонькую приезжают первые переселенцы. Едут со всех уголков нашей страны, даже из-за рубежа – США, Польши, Бразилии и Аргентины. А станция Тихонькая встречает своих первых переселенцев вот таким видом. Здесь стоит несколько разбросанных домиков, проживает около 600 жителей, есть небольшая кооперативная лавка, начальная школа, через реку Бира нет моста, ходит небольшой канатный паром. Идут непрерывные дожди, из 90 летних дней 60 дней были дождливыми. Дороги размыты так, что невозможно даже проехать на телеге. Огромное количество гнуса. Домов для первых переселенцев никто не построил, поэтому людям приходилось жить в землянках. Естественно, условия очень тяжелые, поэтому многие таких условий не выдерживали и возвращались обратно. То есть процент обратничества был достаточно большой. Те же, кто решает здесь остаться, начинают строить наш город вот такими примитивными орудиями труда, практически вручную и очень быстрыми темпами. Уже в 1934 году образовывается Еврейская автономная область, а 2 марта 1937 года рабочий поселок Биробиджан получает статус города. Вот здесь есть документы, которые подтверждают мои слова. Ну а с первых дней образования нашей области начинают работать маленькие промышленные артели, которые занимаются какой-то определенной трудовой деятельностью. На швейной артели вот на таких машинках шили шапки. Артель гнутой мебели «Выгода» выпускает венские стулья. Артель «Колесо революции» выпускает колеса для обозов, затем это обозный завод и завод «Дальсельмаш», который известен своими комбайнами на гусеничном ходу. Ну а вот это уникальный документ. Это государственный акт на вечное пользование землей колхозами. Вот по этому документу всем евреям была дарована земля, но не каждому в отдельности, а только тем, кто вступал в колхозы. Поэтому людям приходится объединяться по несколько человек и создавать свои колхозы. Так возникает колхоз «Волгей» или «Дом в лесу» в переводе с еврейского языка. Развивается не только промышленность и сельское хозяйство, но и культура, медицина, образование. В западных районах страны к нам приезжают первые учителя. В 30-е годы еврейский язык пытаются вести как государственный, поэтому вы видите здесь документы на русском и еврейском языке. Но первые переселенцы – это уже в основном молодые люди и комсомольцы, которые уже не знают еврейского языка, и вот эта затея осталась только на бумаге. В 30-е годы в нашем городе работает литературное общество, куда входят самые известные писатели и поэты того времени. В это же время выходят 2 газеты «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер Штерн». Причем «Биробиджанер Штерн» выходит полностью на еврейском языке, на языке идиш. Медицина развивается очень медленными темпами, денег нет, медикаментов нет, собственно, больниц тоже нет. И мы подошли с вами к довольно страшному времени. Это первая волна сталинских репрессий, когда людей в лагеря сажали практически ни за что. И я вам приведу небольшой пример на семье Хавкиных. В 30-е годы в нашем городе работает Государственный еврейский театр имени Кагановича. И, например, в спектакля этого театра приезжает сам Каганович. Спектакль ему страшно не понравился, но вот Хавкины приглашают его к себе в гости. Софья Павловна готовит фирменное еврейское блюдо рыбу-фиш. Каганович попробовал, ему очень понравилось и уезжает обратно в Москву. А ровно через год жену и мужа Хавкиных арестовали за то, что они хотели отравить Кагановича вот этой фаршированной рыбой. Сам Хавкин пробыл в лагере 19 лет, его жена пробыла в лагере 10 лет, но после того, как она вышла из лагеря, всю оставшуюся жизнь она провела в психиатрической больнице, то есть не выдержала условий вот этой лагерной жизни. И те переселенцы, которые приехали к нам из-за рубежа, они создали свою коммуну, которая называлась коммуна Икор. Во время первой волны сталинских репрессий практически все взрослое население было расстреляно, детей собрали всех вместе и отправили в детские дома западных районов страны. Давайте следующий зал пройдем. Отечественная война 1941-1945 года. Бои на территории области не проходили, здесь был глубокий тыл, но область приносила очень большую пользу в приближении к победе. Более 10 тысяч человек с территории области уходят на фронт, 6,5 тысяч из них получают правительственные награды. В нашей области 18 героев Советского Союза и 4 полных кавалера Ордена Славы. С первых дней войны все местные предприятия переходят на выпуск военной продукции. Швейная фабрика выпускает парашюты и обмундирование для солдат и офицеров. Мебельная фабрика, лыжи и шины для раненых. Обозный завод, корпуса авиационных бомб. Здесь личные предметы фронтовиков, фляга, котелок, ложка в виде танка и даже трофейный фашистский кинжал с фашистской символикой. Ну и последняя экспозиция – это участники войны с Японией на Дальнем Востоке.
И 2 сентября 1945 года на линкоре Минкуре в городе Владивостоке был подписан акт о капитуляции, и Вторая мировая война официально окончена 2 сентября 1945 года. Здесь представлено оружие времен Второй мировой войны, причем начиная с первых дней войны и заканчивая буквально последними днями войны. Дальше пройдем. Вторая волна сталинских репрессий, которая коснулась именно интеллигенции. Государственный еврейский театр имени Кагановича был полностью расформирован. Те актеры, которые остались на свободе, уезжают обратно в Москву, откуда они сюда и приехали. В нашем музее работал зал еврейской культуры, он был полностью закрыт. Во дворе здания библиотеки горят книги на еврейском языке ровно 2 дня. Биробиджанская поэтесса Люба Вассерман пишет письмо своему другу Борису Миллеру из одного лагеря в другой лагерь. И в этом письме проскальзывают такие строки: «Я больше не могу так жить, подрезали крылья моей души». Вот эта фраза считается как бы лейтмотивом всего еврейского населения того времени. И действительно, каждый человек, у которого в паспорте в графе «национальность» стояла еврей, он боялся показать свой паспорт. В это же время выходит вот такой антипасхальный план мероприятий, в котором мероприятия были составлены таким образом, чтобы они проходили именно в то время, когда евреи должны были отмечать свои праздники. Все это делалось для того, чтобы оторвать еврейское население от еврейской культуры. Вот здесь интерьер 60-х, уже более украшен, различные виды салфеток, статуэток, радиоприемник «Звезда». В 1978 году у нас открывается площадь имени Владимира Ильича Ленина. Сначала был создан вот такой макет московским архитектором Львом Кербелем, а затем установлен бронзовый памятник на площади имени Владимира Ильича. В 1984 году наша область отмечает свое 50-летие. Это было грандиозное представление на стадионе «Строитель». Начало 90-х. Приватизационный чек, талоны, без которых ничего невозможно купить в магазине. В 1999 году открывается храм святителя Николая. Это деревянный храм, построен он по всем канонам русского зодчества. Открывается автомобильный мост, который соединяет город Хабаровск и город Биробиджан. Каждый год поочередно в нашем городе проходит фестиваль славянской и фестиваль еврейской культуры. Фотографии с проведения этих фестивалей. Первый выпуск единственного высшего учебного заведения города Биробиджана – это педагогический институт, затем Дальневосточная социально-гуманитарная академия, и на сегодняшний день это Приамурский государственный университет. Ну и, конечно же, символы нашего города. Герб еврейской автономной области, на котором изображен амурский тигр, и две реки Бера и Биджан. Флаг еврейской автономной области, на котором изображена радуга, и герб города Биробиджана. Это сопка с телевизионной вышкой, возле которой протекает река Бера. Это визитная карточка нашего города. И минора, храмовый еврейский светильник, который должен постоянно гореть в храме. Ну, про минору вам синагоги сегодня расскажут. Здесь работает выставка «Благовестник возрождения храмов». И посвящена эта выставка 20-летию Никольского храма, который был открыт 19 декабря 1999 года. Храм занимается благотворительной деятельностью, образовательной деятельностью. В принципе, здесь очень много говорящих фотографий, которые можно посмотреть. Ну и если у вас вдруг возникли какие-то вопросы по ходу моей экскурсии, задавайте, пожалуйста, я постараюсь на ваши вопросы ответить. Хорошо. Я так понял, вот сейчас по Арсеньеву сильно занимается Владивосток, занимается. Хабаровск. В Хабаровске не так сильно, как в Владивостоке. Вот. А так вот, с учетом того, что в всяком случае Арсеньев здесь побывал, вот было в 2012 году энтузиасты с еврейской области установили мемориальную доску в Смедовиче, в школе. Вот. И в 2022 году будет 150 лет исполнится со дня рождения Арсеньева. Вот. И получается, что по Арсеньеву материалов практически очень мало. Практически нет, да? Почему Владивосток? Потому что это федеральный музей, у них больше возможностей, у них больше финансирования. Да. Все опирается в финансирование. Мы бы с удовольствием поехали куда-то в экспедицию, если бы нас снарядили. Но у нас нет такой возможности. Ну, понятно. А учитывая, что у нас на такой большой музей 3 сотрудника, то вот я вам сегодня экскурсию веду, да? Помимо этого я занимаюсь научной деятельностью, помимо этого я являюсь главным хранителем, то есть я должна успеть везде. Ну, понятно. Вот. А так вот, научная деятельность какой у вас в сфере примерно? Мы каждый год выбираем себе какую-то определенную тему, любую, какая тебе нравится больше, да? Вот сейчас я занимаюсь орденами и медалями.
Ордена и медали. Еврейской автономной области, да. То есть те герои Советского Союза, которые передали нам эти ордена, медали. Вот я произвожу сверку, помимо этого составляю инвентарную книгу. Ну, и если где-то что-то непонятно, начинается вот уже та работа, чтобы найти человека, кому принадлежал тот или иной орден. Вот у нас есть книги по Арсеньеву, вот мы их выложили, там вы их можете вот посмотреть, да. Вот эти, да? Это книги, которые связаны как раз с Арсеньевым. У нас вот проект, который мы работаем, она в виде 6 томов. Сама знает. Нет, я держу, смотрю. Ну вот как здорово пополнится, а, Татьяна Дмитриевна. Да. Все материалы есть наши. Это скачайте. 6 томников. Нет, это я забрал. Это Якутский музей. Валерий Соломонович. Ничего в руки не взял. Да у вас сюда только попало, все сразу фонды. Все. Татьяна Дмитриевна, Вот я вам обещаю, Вот смотри, чем будете следить. иди сюда. Прекрасный подарок. Справочник. Ух ты, ну, как я вижу их журналы, у меня жаба есть все время. Красивые, Так это не красиво, красиво это вот шеститомник, который вот на диске. Ну ты видал? Хорошо вставил. На одну экспедицию не хватает. На одну экспедицию не Давайте хватает. вот здесь станем, сфотографировать. так, я туда тоже открою свой фотоаппарат. Извините. Так, сюда нельзя, сюда нельзя. Герц, видите, Герц? Ладно, не взяли.